тронула души многих наших зрителей. 24 года назад 5-летний мальчик Расул был найден на дороге в Дагестане и оставлен в приюте. Что же могло произойти, чтобы ребенок маленький оказался на дороге, укутанный, один? Хотелось бы, конечно, маму, вот, все-таки. Хочешь глоток воды? Дружище, ты не нервничай. Держи. Это тебе, если хочешь. Не нервничай. Мы здесь для того, чтобы тебе помочь, и чтобы все было хорошо. Ты молодец, что ты приехал, что решился на это. После того, как Расул объявил поиск родных в студии «Жди меня», редакцию программы буквально засыпали откликами. Многие семьи в Дагестане решили, что Расул – это их пропавший сын или брат. Искала его, этого мальчика, но я его не нашла. Мне кажется, он может быть моим братом, потому что мне то рассказывали, что он в доме родил, оставили его. И я была бы очень рада, если бы он оказался бы моим братом. 50 на 50, я так думаю. Мы проверили все отклики. Провели с десяток экспертиз ДНК. Но совпадений не было. 00013. К сожалению. Вы не брат и сестра. Расул так и не смог найти своих родных и обрести корни, без которых человеку очень трудно жить на свете. Но мы продолжаем поиски. И именно поэтому сегодня мы решили еще раз пригласить Расула Сулейманова в нашу студию. Расул, я рад тебя снова видеть. Проходи. Привет, дорогой. Пойдем, ты уже знаешь куда. Привет. Хорошо, спасибо. Расул, ты уже стал нам родным за эти программы. Честно, мы так переживаем за всю твою историю. Да, мне тоже. После эфира очень много звонков поступало. Фотки отправляли. К сожалению, не совпадало, но каждый день смотрел эту передачу. Ждал и жду, надеюсь, что найду. Скажи, а что за люди тебе звонили? Я даже не знаю, они не представлялись. Звонили, звонки были, фото отправляли, те. Одна говорила, я сестра, одна там бабушка туда-сюда, но, к сожалению, не родные, да, оказались. А им казалось, что история похожа, да. На твою, да. которую вот мы рассказывали? Второй эфир смотрел, как раз меня-то не было, не совпало ничего. Да. Слушай, мы сами очень расстраиваемся, когда оказываются отклики ложными. Наверное, тебе было не просто решиться еще раз сюда приехать, да? Конечно, это поступок, это, не знаю, жду, найдутся, наверное. Хочу все-таки увидеть, кто бы ни был. Скажи, а не возникало желание оставить поиски? Нет. Нет? Молодец, что не сдаешься. Молодец. Расул, ты понимаешь, что мы тебя вновь пригласили не просто так. Мы хотим рассказать тебе одну историю, которая началась еще в середине 90-х и непосредственным образом связана с нашей программой. Давайте посмотрим. Это город Киселевск Кемеровской области. Отсюда, из этой сибирской глубинки, в 2004 году нам в редакцию написали сотрудники школы-интерната номер 12. Они просили найти родных 15-летней девочки Алины Сулеймановой. Итак, Сулейманова Алина Магомедовна, 25 августа 1989 года рождения. Запись о зачислении в наше учреждение от 5 сентября 1996 года. Она к нам поступила в лагерь и очень мало разговаривала. Она больше говорила о маме, о папе вообще никак. Что мама погибла под танком? Она об этом как-то говорила, но мы не придавали этому значения, потому что как-то он думал, как ребенок из Чечни один мог попасть в Чечню, чтобы маму танк раздавил. Как-то мы на это не обратили внимания, а потом она об этом и не вспоминала. Она буквально раз об этом сказала, а потом только сказала, что мама умерла в Подмосковье. После трагедии, которая случилась с мамой, Алину подобрала некая женщина Лариса Хасбулатова. Она привезла девочку в Киселевск и бросила.
Вот на этой улице, в этом доме, жила проводница железной дороги Валентина Козлова, у которой Лариса оставила Алину. К сожалению, Валентина Козлова умерла несколько месяцев назад, поэтому никакой информации мы получить не смогли. Вы видите эфир программы «Жди меня» 2004 года. Алина и социальный педагог Киселевского интерната приехали в студию, чтобы объявить поиск родных Алины. Я бы очень хотела найти своих родителей. Я не знаю, как их зовут, сколько им было лет, когда я потерялась. Меня увезла Хусбулатова тетя Лариса, которая представлялась родственницей моих родителей. И мы приехали в Киселевск. Через 2 недели примерно меня Хусбулатова тетя Лариса бросила, забрала мои документы и уехала. И с тех пор я учусь в интернате. Ты только не сказал важную вещь, что все это происходило во время войны в Чечне. Да. Мы нашли твою бабушку и твоего дядю. Родные рассказали, что маму Алины звали Разият Сулейманова. Вот она, на фотографии. В 1995 году Разият вместе с дочерью и сыном Расулом приехала в Чечню повидать родных. Но когда там начались боевые действия, в спешке забрала детей и уехала. Больше их никто не видел. Вот на фотографии маленькая Алина, а вот ее брат Расул. То, что спустя 9 лет Алина нашлась, стало для ее родных настоящим чудом. А вот о судьбе Расула им до сих пор ничего не известно. Расул, как ты думаешь, почему мы показали тебе этот сюжет? Нашли, значит, думаю. Мы не можем утверждать, как говорится, на 100%, но у Алины был брат по имени Расул. И пропал он примерно в то же время, когда случилась история с тобой. Вот то, что ты сейчас видел, может быть, что-то ты вспоминаешь, может быть, какие-то в голове картинки возникают. Я помню, когда стеклянные бутылки, толстое горлышко, молоко было. Пустые бутылки сдавали, полные брали. И знаю, что у моего отца было 2 КАМАЗа, 1 автобус. Вот. Больше ничего, даже фото не видел мамина. Там. Тебе было мало лет совсем, 3-4 года тебе было. Ты, конечно, ты можешь и не помнить таких подробностей. Но знаешь, вот Алина, которая была у нас на программе, она позвонила на горячую линию «Жди меня». Ей кажется, что ты можешь быть ее братом. Она очень переживает. Посмотрим. Сейчас все увидишь сам. В очередной раз я приехала погостить домой, и зашел разговор. Сноха вот как-то говорит мне. Недавно показывали по телевизору мальчика Сулейманов Расул звать, что вот он ищет своих родственников. Я такая сразу, как Сулейманов Расул. Моего брата тоже звать Сулейманов Расул. Заходим в интернет, сразу ищем этот отрывок передачи и смотрим. Конечно, вот какой-то, я не знаю, дрожь, волнение, что-то вот такое, что это, да, возможно, это мой брат. Чуть-чуть шок, можно сказать. Спустя столько лет, это уже 20, сколько сейчас, 26 лет назад потерялся. Ну, я, если честно сказать, так смутно помню это все. Мы приехали с мамой и с братиком в гости к бабушке, к маминой маме. Это был 95-й год, и начались первые военные действия, и мама решила как бы уехать с нами. И вот в тот момент, вот как-то, я не знаю, судьба просто раскидала нас. От мамы вообще никаких слухов нету. Ее признали умершей, а папа умер на родине, да, вот тоже во время военных действий. Брата я помнила с детства. Но он был такой шустренький, такой очень миленький, беленький, черные волосы, вот что я помню. Для сестры брат это вообще что-то очень такое. Расул, вот там была фотография маленького мальчика.
Как ты думаешь, это ты? Мне в детском доме говорили, когда воспитывался, шустрый такой, ну, чего хочешь, добивайся, что захочешь, сразу делаешь вот это. Ну, по их словам, и сейчас тоже вот говорят мне, где бы я ни работал, говорят. Вот. Думаю, да, что я, но у меня с детства фото не остались, конечно. Нет фотографий совсем, да, где ты маленький? Может, было, но я не спрашивал насчет фоток в детских домах, когда архивы собирал. Как думаешь, Алина может быть твоей сестрой? Если второй раз вызвали, значит, суждено было, наверное. Есть, наверное, что-то. Понимаешь, есть один нюанс. У вас не совпадают отчества. Она Алина Магомедовна, а ты Расул Я Дибирович, когда собирал архив, мне говорили, у тебя фамилия, имя свое, а отчество дали сами. Вот как. Вот. Дибирович дали отчество. Чтобы получить однозначный ответ, является ли Алина твоей сестрой, мы можем только открыть конверт с результатами экспертизы ДНК. Ты готов? Давай. Очень много, руки трясутся. Результаты данного анализа свидетельствуют о том, что и Сулейманов Расул, и Сулейманова Алина Магомедовна могут являться вероятность полусумасства. Твоя сестра. 99,9. Раз мы обещали, что сделаем все возможное, мы старались, мы сдержали слово. Да. Так что поздравляем от души. У меня мурашки просто... Расул, я хочу тебе про Алину рассказать немножко подробнее. Она живет в Грозном, в столице Чеченской Республики. У нее 2 сыновей. Ислам, Исаак. То есть у тебя Так еще и что 2 племянника. 2 племянника. Поедешь в Грозный? Поеду. Или сестру в гости пригласишь? Приглашу и поеду даже. А почему ты не спросишь? Может, она здесь? Пусть зайдет. Она здесь. Алина, иди ты к нам. Пойдем. Добро пожаловать. Спасибо вам огромное. Спасибо Просто слов большое. нету. Тебе, Расул, спасибо за настойчивость. Не поверите, вот ждал, вот ехал, когда даже сегодня и вчера у жены спрашивал, как думаешь, наверное, просто так тоже не вызвали, значит, есть, наверное. И вот помог Всевышний, ждал и дождался. Нашел, спасибо вам большое, очень. Теперь буду общаться, связи поддерживать. Вы знаете, я честно, когда вот посмотрела сюжет, я сразу же увидела, как вы похожи. Когда Алина была еще маленькая. Вот 2004 год, мне показалось, что она очень похожа на вас. И сейчас я вижу, что вы очень Вода, похожи. наверное, нету, голова что-то запущена. Да, Саша. Есть, конечно, Да. стоит. Иди, присядь, дорогой. Да, можно присесть. Держи. Все, мы не будем вас мучить, больше Да. отпускаем. Тебе помочь? Проводить тебя? Там дальше знаете, да? Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Ну, все же как одна семья.